Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня у нас в гостях семейная пара Габдрахмановых. Народный артист Республики Татарстан Равиль Фатрахманович и заслуженная артистка Республики Татарстан Фидания Тухватуловна. Равил абый, менә сез бит инде пенсиягә чыккач та тик утырмыйсыз, өйдә утырасы килми, шулай бит. Сез инде хәзер үзегезнең иҗатыгызны инде укытучылык эше белән дәвам итәсез. Менә хәзерге тормышыгыз турында сөйләп китегез әле. Нәрсә белән шөгыльләнәсез? В 1991 году Резеда Газизовна, директор Сабитовская, пришла к нам в ансамбль. Они открыли татарское отделение. До этого не было татарского отделения. Были академическое пение, другие отделения, но татарского народного пения не было в такого факультета. И вот она пришла к Лимгалине Кустабаевой, они там посовещались, Лимгалина меня вызвала и предложил мне работать в училище. В то время еще училище, не колледж, это потом переименовали. Я согласился, там Венера Хасановна, потом Шамиль Ахмаджанов стал преподавать, Ания Туишева. Мы там вот из ансамбля преподавали для народников, кто-то вокал, я танец преподавал. Поэтому первое полугодие у меня классический станок, потому что это надо для осанки, для формы, чтобы красиво двигались на сцене. А второе полугодие народные танцы. Русский, татарский, цыганский, восточный. Вот такие танцы. Я еще когда танцевал в ансамбле, я в школах работал. Где у меня сын учился, в этой школе я преподавал для детей. Потом в ансамбле, когда педагогов не было по классике, у нас было очень много педагогов. И когда они не могли или болели, я за них уроки давал. Поэтому заменял таких звезд, как Калисина Калашникова у нас преподавала. Она была как Майя Плесецкая, татарская Майя Плесецкая. Потом Жанна Павловна Суханова была педагог. Потом Геннадий Петрович Колозубов классику давал. Жена Роза Михайловна давала уроки, красивые уроки, профессиональные. Они же балерины, балетные, поэтому для ансамбля уроки давали как в театре. Вот я у них учился и потихонечку стал сам давать уроки. Когда вышел на пенсию в 1994 году, еще продолжал уже официально педагогом по классике работать до 1998 года. У вас ведь многие ученики теперь работают в нашем ансамбле. Да. Я знаю, я горжусь ими, потому что уже 4 человек получили звание заслуженных артистов. Поэтому я смотрю на концерте, радуюсь их успехам, как они красиво поют. Поэтому... И двигаются. Он же учит двигаться. Да. Ну да, я их учился не петь, а танцевать, поэтому двигаются прекрасно, прекрасно. Ну, это очень правильно, потому что ансамбль сейчас, хоровая группа не только поет, но и двигается благодаря вам тоже, в том числе. Они все ему приветы передают всегда. Передайте Равилю Фатрахмановичу привет. Даже мне Палата Диляра напомнила, вы нам говорили, сделаешь антрошакатор, я тебе 5 поставлю. Но это сложное движение. А что это такое антрошакатор? Антрошакатор, когда вот человек прыгает в воздухе ногу назад, а потом приземляется вперед. Это для сложное движение. Конечно. Вот они прыгали. Вот, есть еще антрошатруа, есть антрошассис, но это еще сложнее. Поэтому вот эти антрошакаторы, я говорил, сделаешь 5. Это по классике. А второе полугодие же народные там танцы.
Расскажите о личностях, с которыми вы работали в ансамбле. Так, во-первых, когда я пришла вот в ансамбль, и Равиль с ним работал, это Геннадий Петрович Скалозубов. Это первый руководитель, с которым мы познакомились, художественный руководитель был. И он был у нас тут, мы его так считали, он как и папа нам был, как руководитель, и как инспектор, и как балетмейстер. Он такой был энергичный всегда человек, и все в одном прям сочеталось вот в нем. Лима Галеевна работала в то время главным хормейстером, потом через какое-то время она стала художественным руководителем. Когда ушел Геннадий Петрович, Лима Галеевна стала художественным руководителем, с которым я проработала почти 30 лет, мы вместе с ней проработали. Вот Лима Галеевна, Райля Мухаммедхановна Гарипова, Венера Хасановна Гараева, как я рассказывала, она стала почти второй мамой нам всем тут в хоре. Она была вот просто наша вторая мама всегда. Мустафин Рашид Шакурович, вот это люди, которые вот, ну, на самом деле такой составляли костяк ансамбля, да, в то время. Потом у нас был композитор из Москвы, приезжал Алмаз Монасыпов, с которым мы тоже работали в хоре. У нас на втором этаже хоровая группа была, вот где сейчас это костюмы шьют у нас, это была наша хоровая группа, такая вот небольшая она была. И мы все стояли, вот весь хор, и был огромный черный рояль еще, открытый, такой красивый, Венера Хасановна всегда распевала. И вот у нас был такой рояль, сейчас таких роялей нету даже. Вот Алмаз Монасыпов к нам приходил, репетировал с нами, композитор. Асхат Аскарович Абдулин с нами репетировал, тоже интересный такой, он такой был немножко нервный такой, но такой творческий, такой всегда. Мы так смотрели на него. Губайдулин, Рашид Губайдулин, да, у нас тоже вот Рашид Абы Губайдулин. На скрипке играл это Захид Хабибулин. Приходил, он композитор. Много людей, которые... Прям играл нам на скрипке. Да, красиво, причем это все было. Шикарно играл. Потом у нас, когда были собрания, на втором этаже у нас проходили собрания ансамбля, и там была вся филармония. Из филармонии, потому что в филармонии там не было зала. У нас вроде зал большой считался на тот момент. И все приходили, симфонический оркестр, эстрадники, все приходили. И был Натан Рахлин, дирижер симфонического оркестра, такой уже старенький дядечка, помнишь, что его сидел, нет? спал на он собрании. сидел на собрании, и что-то там все говорили, он всегда спал. Ну, он уже, ему, наверное, лет 90 было, если не больше. Ну, 80, но вот мы его видели живьем, хочу сказать, Натана Рахлина мы видели живьем. Вы такие счастливые. Да. И вот Марат Абдрахматович Тазидинов, вот стоит о нем тоже сказать, директор филармонии, мне он очень нравится, такой солидный. Потом был Мазитов Ильгиз Габидулович, художественный руководитель всей филармонии. И он очень любил ансамбль. Они тогда поставили Сабантуй же, да, с Лимой Галеевной Кустабаевой Сабантуй поставили. И вот Мазитов, он тоже приходил всегда. Он в оперных театрах концерты проводил, курил так нервно. Он закончил, у него 3 высших образования было. И певец он еще был. И певец он был. Очень интересный тоже человек. Вот такие люди вот интересные были в то время. И потом вот потихонечку, конечно, все меняется. Сейчас у нас новые руководители. Наш Айрат Ринатович Хаметов, который танцевал, который пришел еще молодым мальчиком в ансамбль. Мы его помним с 16 или с 15 лет. Вот он пришел такой худенький, усатенький. И вот Айрат Ринат сейчас художественный руководитель. Все, как говорится, вот сейчас он руководит и делает все красиво, чтобы ансамбль также процветал, также работал. Юрий Леонидович Жуков, наш директор, тоже о нем хочется сказать, потому что это человек, русский человек, да, русский. Но он настолько в душе, вот он так любит это все. Я говорю, Юрий Леонидович, вы как второй Ключерев. Русский человек и очень переживает и любит татарское искусство. И причем он учит татарский язык. Он все время говорит, разговаривайте со мной на татарском, да, Рамиль? Тебе тоже так говорит. А я забываю все время, прихожу, здрасте. Он говорит, исямысыс. Я говорю, исямысыс, Юрий Леонидович, халярничек. Он даже некоторые слова говорит лучше, чем татарин. Да. Он очень старается. Вот это очень приятно. Вот просто хотела вот назвать таких людей. Ринат Валиев. Ринат Валиев работал у нас 5 лет худруком. Тоже вот очень яркая личность. Очень нежный такой, очень интеллигентный человек, мягкий, на сцене великолепный артист, прямо вот в него влюбляешься, когда он этот свой баян откроет, прям, ой, прям красота такая. Вот тоже очень жаль, что вот поработал недолго, конечно. Вот тоже у нас хорошие отношения были с Ринатом Валеевым. Я еще хотел пару слов сказать про Рашид Мустафина. Да, конечно. Можно, да?
Когда я еще был маленький, Рашид Мустафин жил рядом с домом. У нас 9-й корпус, у него 6-й корпус. Мы были соседями. И он меня еще вот таким мальчиком помнит, маленьким мальчиком. Просто когда я в ансамбль пришел, уже начал танцевать, и Рашид играл танцором лучше всех баянистов. Потому что как он играл, я еще не встречал. Именно танцором. Когда он играл, хочется прям уже танцевать. Очень сильный баянист был хороший. Рауля Фиданепа, скажите, пожалуйста, легко ли было вам работать вместе столько лет в одном коллективе? И на работе вместе, и дома вместе, везде вместе? Конечно, легко. Потому что, когда после концерта сидели, общались, обсуждали, как прошел концерт, приходили подружки, и вот сидели, пили чай и обсуждали прошедший концерт. Были общие интересы, есть о чем поговорить. Мы еще, когда ездили на гастролях, конечно, легко вместе. Вместе вообще хорошо. Вместе мы и дома вместе, и на работе вместе. И, как он говорит, вместе обсуждали все. И в одной каше это и варились. И потом, когда мы... Интересы были у нас какие-то вот и профессиональные, и непрофессиональные. В общем, все было интересно. Молодые еще тем более. Мы когда в поезде однажды ехали, нам обычно давали... Мы раньше ездили же в вагонах. Когда я пришла в ансамбль, мы ездили в вагонах. У нас было 2 вагона. Для ансамбля выделяли? Для ансамбля специально выделяли 2 вагона. Как-то, видимо, закупали. Я не знаю, это как делалось. И прицепляли, да? Да. И был написано «Государственный ансамбль песни и танца». СССР тогда был, да. И вот таблички висели на вагонах. Значит, один вагон был женский у нас. Купированный, который купе был для женщин. А рядом, значит, второй вагон был мужской, плацкартный. Вот они там вешали... занавесочки, эти простыни, ну, чтобы как-то шторочки, да. И вот друг к другу мы ходили в гости туда-сюда. Но было интересно, эти вагоны прицеплялись, мы приезжали в другой город, нас отцепляли, мы шли, например, в город, где-то гуляли до концерта или после концерта. Мы приходили даже и после концерта, когда вагонов нет. Их куда-то в тупик угнали, и вот мы искали их, и в каждом городе так это было. Ищем, ходим эти вагоны. Потом эти вагоны, мы только найдем их, раз и мимо нас, мимо кассы, как говорится, провезли дальше куда-то, в другой переставили. И вот мы бегали по этим. Было, конечно, очень не очень-то легко. Было вот это вот. Но мне нравилось. Я не знаю, тебе, наверное, тоже нравилось, потому что мы были молодые. Девчонки пошли в баню, при железной дороге души бывает же, они пошли намылись, пришли, а вагонов... постирали. Пришли, вагонов нет. Вот они в таком мерзли виде, даже. мерзли, в таком виде говорит, искали вагоны. Волосы даже, они из одного тупика в другой тупик стали перегоняли. ледяные, потому что от холода волосы даже, говорит, поледенели, говорит, это вот рассказывали, до нас еще которые. Но с другой стороны интересно, приедешь в другой город, дашь концерт, ночью ложишься спать, утром просыпаешься в другом городе. В другом городе. Ночью уже перевезли в другой город. И вот когда мы однажды ехали, и мы сидели на плацкартном месте, Равиль и я, и мы разговариваем, и женщина какая-то смотрела на нас и говорит: а вот мне интересно, вы, говорит, у вас кольца есть у обоих? Вы не муж с женой? Мы говорим, муж с женой. Но вы так разговариваете, как будто вы первый раз, говорит, встретились. Я говорю, да. Она говорит, такое ощущение, как будто вы, говорит, не муж с женой. Муж с женой так не могут разговаривать. Говорит, долго о чем-то, говорит. Мы так удивились, мы говорим, а как это? То есть у нас настолько вот эмоций много было, и мы постоянно говорили, и мы постоянно разговаривали, нам было очень интересно. Фиданета Хватуловна, тяжело ли было освоить новую профессию в отделе кадров? Так, у нас, значит, я пришла в 76-м году, а в 90... Когда, кстати, я пришла в ансамбль, в 77-м году ансамбль справлял 40-летие ансамбля. 40 лет. Сейчас 85, да? А тогда 40 лет, вот на следующий год было.
И я вот на сегодняшний момент 46 лет работаю в ансамбле, 47-й год пошел. В 91 году мы получили статус самостоятельного коллектива. То есть мы были при филармонии, когда я пришла, мы были при филармонии. И в 91 году значит, нам предоставили Лим Галиевна очень много, конечно, приложила усилий для того, чтобы нам предоставили статус, потому что это совсем другое, когда статус есть уже отдельной организации. То есть все сами уже здесь на месте решали, не надо было бегать в филармонию, да, все свое уже, все как-то это, да, это уже все по-другому. И вот тогда Люда Шамукова, мы с ней вели концерт, она на русском, я на татарском языке. И она говорит, с Мужипабой они подошли тогда ко мне, говорят, вот ты не хочешь попробовать, мы сейчас отделяемся, ты не хочешь попробовать кадровую работу? Я говорю, ой, я что-то... ну ты, говорит, это соображаешь вроде все, как-то ответственная такая. Ну, я на самом деле была очень ответственная. Меня даже в филармонии однажды просили в библиотеку. Не хочешь перейти в библиотеке работать? Я говорю, не хочу, мне тут нравится. Ну, в творчестве. Зачем я буду в библиотеке сидеть? Я там временно однажды сидела, когда папа болел, и вот меня попросили там посидеть в библиотеке. Там книжки выдавали, Ренат Ибрагимов тогда приходил, вот мы общались тогда в филармонии, такие люди работали. И вот они мне вот предложили такое попробовать. Я говорю, ой, я даже не знаю. Или Галина, давай попробуй. Не получится, ну а вдруг? И вот с 91 года я стала совмещать кадровую работу, как артистка работала, и после работы я работала уже как кадровик. Но тогда не было столько документации, не было столько, во-первых, программ таких не было компьютеров. Было намного легче, конечно, естественно. Что там, очень небольшое количество документов. Сейчас уже это уже, конечно, много и тяжелее, но вот пока вот справляюсь. И в 2003 году, когда я уже вышла на пенсию по выслуге лет, я уже перешла официально работать, уже вот сначала была инспектор по кадрам, потом начальник отдела кадров, и сейчас по новым этим профстандартам я специалист по персоналу называюсь. Вот. И вот работаю с вами уже сколько лет. И дай бог еще много лет работать вместе с вами. Посмотрим, как получится. Рауля Бифиданьепа, бик зур рәхмәт сезгә менә безнең бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Һәм менә бүген сезнең белән шундый истәлекләрне яңарттык, шундый кызыклы хәлләрне искә төшердек һәм гомумән ансамблебез турында бик күп яңа мәгълүматлар белдек. Менә шулай гел безгә килеп йөрегез. Рәхмәт. Гел безнең белән бергә булыгыз һәм озак еллар әле сезне безнең концертларыбызда күрергә насыйп булсын. Сезнең шушындый акыллы, төпле фикерләрегезне ишетергә насыйп булсын. Һәм саулык, сәламәтлек сезгә озак гомерләр насыйп булсын. Амин. Рахмәт. Спасибо вам за интервью. В одном интервью все не расскажете, поэтому ждем вас еще. Желаем вам всех земных и неземных благ и долгих лет жизни. Спасибо большое, а вам творческих также успехов всего, что вы все, что вы делаете правильно, молодцы. И мы ждем тоже от вас интересных всяких вот таких видео, потому что когда смотришь, даже вроде я вот сколько лет работаю с этими людьми, а когда начинаешь смотреть, про каждого так интересно оказывается. Много узнаешь нового. Поэтому я вам желаю тоже творческих успехов, коллективу огромного творческого потенциала, здоровья всем вам, чтобы все артисты всегда улыбались, чтобы все у них всегда было хорошо, чтобы у руководителей все получалось, чтобы наш ансамбль процветал, как говорится, цвел и пахнул, чтобы было красиво, достойно, чтобы мы гордились. Мы на самом деле всегда ансамблем гордимся. Всегда. И я вот всегда говорю, ансамбль всегда на высоте. Так держать. Благодарим вас. Спасибо вам. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Сау булыгыз. Хушыгыз. До свидания.